Друзья, всем привет! Подошло время первого ТО моему урагану, и мы решили сделать его прямо здесь, прямо на выезде, прямо возле великолепного лесного озера, возле лесной избы. Все будем делать здесь, на месте. Сделаем все красиво. Так, что нам для этого надо? Нам надо поменять масло в двигателе, масло в реверс-редукторе и подтянуть все, что подтягивается. Поехали. Первым делом надо снять капот. Его берем отсюда и ставим сюда. Так. Теперь что мы делаем? Снимаем кожу. Пусть будет так. Он сильно нам не помешает. Буквально вчера и позавчера он не то что обкатку прошел, он прошел полную нагрузку. Ездили, вот видно след как раз, ездили, пробивали дорогу, так что ему уже досталось. Можно с уверенностью сказать, что он со своими обязанностями справился на все 5. Так, масло менять. Первым делом поменяем масло в двигателе. В общем, по совету производителей урагана, группа ВКонтакте есть, мототолкач, ураган, ссылочка в описании к ролику будет написано. Можно поменять масло так, можно поменять так, а можно при помощи шприца. Так что Роман вот объездил все наши аптеки, нашел один единственный шприц, и мы сейчас при помощи этого шприца поменяем, попробуем поменять. Вот, как мы видим, вот такой вот шприц, 150 миллиграмм. В единственном экземпляре он нашел в аптеке, говорит, привезли, думали никто не купит, но вот купили. Шланг у меня силиконовый был. Сливать будем эту бутылочку, чтобы не загрязнять окружающую среду. Так, там неудобно, значит, будем сливать мы здесь. Литр 100, литр 150 где-то должно быть масла здесь. Так, смотрим. Масло немножко потемнело, но это и правильно. Значит, работало масло. Так, ну что, пробуем. Масло должно меняться на теплом двигателе. Мы прокатились, ну что, пробуем. О, пошло, 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 пошло. Работает. Все работает, все четко. Не надо ничего наклонять, поднимать. На универсале я делал, поднимал его, на попа ставил. И вот так, вот так, вот так, вот так. Ага. Так. Слишком глубоко засунул. Так. Так.
Не знаю, 150, не 150. Но грамм 100 я уже, считай, отсюда взял. Поехали дальше. Получается. Так. В общем, друзья, все понятно, да? Вот таким макаром, потихоньку, шприц за шприцом, я буду выкачивать масло. Как мы видим, ни одной капли в сторону у нас не идет. Все в бутылочку. Так, ну что, друзья, у нас вот получилось выкачать вот столько масла. Если рекомендуемое количество масла литр 100, то у нас чуть меньше литра вышло. Ну ничего страшного, я так думаю, если даже и немного там осталось, ничего страшного. Заливаем вот такое масло Shell Helix Ultra 0V40. Но это не обязательно такое, можно и 5V40. Это просто я купил такое, чтобы оно было как бы жиже. Шланг мы убрали, потому что он теперь нам не нужен. И теперь по меркам будем заливать. Получается, литр это у нас 150 на 6, 600, 900 грамм. 7 шприцов, короче, будет литр 50. 7 шприцов. Поехали. 7 по 150 грамм. Сто 150 раз.
5. Начиная шестой, начинаем заливать аккуратно, потому что, возможно, масло там немножко осталось, и, может быть, все не влезет. Так что, чтобы лишнее не вытекало. Так, шестая у нас еще влетела. И седьмая. Все. Седьмая. Седьмую вообще потихонечку начинаем лить. Седьмая. Значит, мы все масло выкачали и залили свежее. Все. Готово. Проверяем. Как раз посередине щупа вот до сюда. Чуть-чуть не дохватает до верха. Литр 50 получается я влил. Я думаю, этого достаточно. Потом буду периодически проверять. Если что, можно будет немного 50 грамм еще долить. Все. Как видите, легко и просто можно поменять масло двигателя. Скажу честно, последние капли, чтобы все выходили, немного правую сторону наклоняли, подкладывали чурку, чтобы оно сюда стекло. Вверх немного чурку подложили, стекло. И последние два шприца выкачали уже так. Но практически все мы выкачали. И залили литр 50. Можно, в принципе, еще залить 50 грамм, но я думаю, достаточно. Так что жду комментариев, кто в курсе. Литр 50, литр 100, литр 150. Или пока не польется сверху. По щупу видно, что почти до верхней части. Так, что у нас дальше по плану? Дальше у нас по плану будем менять масло с реверс-редуктора. Так, ну что, приступаем к замене масла реверс-редуктора. Приступили. Так, это у нас для отработанного масла. Посмотрел в группе ВКонтакте у производителей. Емкость реверс-редуктора, то есть емкость заливаемого масла 170 миллиграмм. Не знаю, сколько у нас получится оттуда выкачать, но 170 я туда закачаю. Так. О. Шланг потом постараемся купить. Ой, шланг, говорю, шприц еще один для двигателя, для будущей замены. О, масло пошло. Падай.
Так, ну что у нас? Что получилось? 170, не 170, может быть чуть меньше, но как мог выкачал оттуда. Сейчас это убираем. Потом заберем и везем с собой. И заливаем 170 грамм трансмиссионного масла тем же шприцом. Я думаю, одного шприца будет достаточно. Шприц 150, ну еще 20 грамм долью. И как раз вот 150, 160, 170 налью, и все будет шикарно. Зачем мне оттуда откачивать? Вот такая 160, 170 грамм. Ровно 170 грамм. Вот такое вот трансмиссионное масло. Все закроем. Ну и так сейчас вытечет все. Ну, чтобы ускорить процесс, можно сделать так. Вот так вот. И ни капли больше, и ни капли меньше. Ровно 170 грамм. Все. Теперь закручиваем заливную пробку. Где-то там, говорят, внизу есть сливное отверстие, но это надо снимать двигатель, реверс-редуктор, там откручивать. В общем, я решил не заморачиваться. Легко и быстро поменял при помощи шприца. Так, масло мы поменяли. Больше здесь масла у нас нет. Что еще остается? А еще остается у нас смазать вариатор. Вариатор смажем мы, в принципе, тоже можно тем же маслом, что и двигатель заливаем. Так, только отсюда неудобно. В общем, вот сюда подойди, Ром. Смазываем все части, которые двигаются. Это вот вкладыши вариатора, вот эти места вот смазываем маслом. Вот здесь вот смазываем 3 вкладыша вариатора. Вот здесь смазываем навал, можно немного. И сюда тоже навал. И 6 сторон, где оно двигается. Так, в общем, смажем вариатор все части там, где что-то где-то двигается. Вкладыши обязательно вот здесь надо смазывать. Сюда. Я обычно капли брал вот на том урагане. И капли масла я прямо сейчас со шприца же покапаю, да и все. Какая разница. Вот у нас тут немного еще масла как раз осталось. О. Раз. Два. Три. Вот сюда. На этот вал. И здесь также. Вот эти щечки еще смазываем 6 сторон. Раз. Сюда даже. Два. Ой, перебор. Так, и где третья? Они снизу. Стали сверху. Щека, щека. Вот они щека. Вот они щека.
И все, смазали, что еще? Так, все. И теперь осталось у нас взять ключи и затянуть все болты, гайки, глушитель. В принципе, и так все, ничего не расшаталось, все крепко. Но, в общем, возьму ключи и пройдусь по всем болтам, гайкам. Ну и все. Масло поменяли, в редукторе поменяли, это главное. Все подтянем, все затянем. И считаю, что первое ТО мы прошли. И можно давать ему нагрузку уже по полной. Всё. Ну вот и все. Капот мы поставили на место, все подсоединили, все подтянули. Масло в двигателе поменяли, в реверс-редукторе поменяли масло. Пробуем. Как у нас, включаем массу, как у нас ураган поведет себя после первого ТО. Он говорит: спасибо за свежее масло. Приятного аппетита. Все отлично, все работает. Можно приступать к дальнейшей рыбалке.